Всем привет, с вами Максим Пилигрим, и вы смотрите второй выпуск битвы блогеров. Наши участники уже вовсю выполняют задания от организаторов, а это значит, что они проходят первый этап. В том числе они приняли участие в городских акциях и проектах. Как Анастасия Тимонани заблудилась по дороге в Табагу. В будний день, рано утром, она выехала в сторону пригорода Якутска, и что-то пошло не так. Что именно пошло не так, смотрите в ее выпуске. Здравствуйте. В администрации сейчас проходит совещание. Это Николаевна. Да. Рабочие. Вот у нас председатель совета ветеранов, директор школы. Замдиректора школы. Я так как сегодня первый день, тут пока еще немножко путаюсь. И руководитель администрации. Вот, мы обсуждаем, получается, предстоящие события про 9 мая, про 1 мая. И в июне еще какие-то мероприятия будут, да, и вот смотрим, какие мероприятия у нас были. Вообще очень активное население, оказывается, в Табаге. Прямо вот приятно работать. В администрации здесь, оказывается, есть кабинет директора местного клуба. Да, Чупров Василий Петрович. Чупров Василий Петрович. Он очень крутой в тамада. Я была один раз на свадьбе. Я больше года работаю директором клуба. Клуба у нас нет, где-то мы здесь арендуем помещение на первом этаже администрации. А где проводите эти мероприятия? Мероприятия мы проводим везде, повсюду. Вот недавно провели проводы зимы прямо на площади. Майские праздники, естественно, тоже на площади будем проводить. Вот. А зимние мероприятия проводим в школе. Ну, в общем, у вас ваш клуб это весь поселок. Да. Настоящий момент. Да, наш клуб это все село. Вот так и работает. Если вкратце начинать рассказывать про поселок Табагу, то из окна администрации можно увидеть здание исправительной колонии. Так, это мечеть, что ли, там стоит? Это я сейчас узнаю. И вот этот вот большой ангар, это раньше был крупный, как говорится, градообразующее предприятие, где очень много народу работали. Но оно закрылось, поэтому многие люди остались без работы. И сейчас многие ездят работать в Якутск. В общем, мне дали задание, чтобы я привлекла как можно больше народу на акцию «Сдай кровь», да, донорство. И у меня пришла идея, так как еду уже на праймерис, на то, как выступает депутата, и хочу попросить какого-нибудь депутата, чтобы он этим занялся. Я один день работаю в администрации, битва блогеров. Анастасия, вас как зовут? Читатель. Очень приятно. Вы библиотекарь, да? Дети нас посещают каждый день. Какая красивая у вас библиотека. Есть доступ в интернет. Это как компьютерный класс, да? Да. Очень много новых книг у нас есть. Здесь мы проводим свои акции. У нас есть акция «Очумелые ручки». Каждую пятницу мы стараемся здесь провести какое-нибудь мероприятие для детей, для молодежи. Поэтому такие классы мультики снимают, да? Да, и мультики в том числе тоже школа. Совместно со школой мы работаем. Вот. Татьяна у нас председатель совета молодежи. Активист местный, получается. Да. Очень приятно. Да. Так, мы едем в школу, чтобы поучаствовать в праймеризе. Это будут депутаты выступать, которые баллотируются в Гордуму. А Виктория, экономист администрации, рассказала, что есть очень талантливые дети, которые ходят в музыкальную школу. И даже по спортивным достижениям есть мальчик, который входит в резерв хоккейной сборной России. Но нет спортзала для укрепления этих достижений. И музыкальная школа не совсем приспособлена
для музыкальной школы. Товарищи, а это самая гордость. Здесь слагается учительское счастье из ваших ученических побед. То есть это, видимо, отличники, хорошисты, активисты, да? Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Собака бывает кусачей, только от жизни собачей. Только от жизни собачей собака бывает кусачей. Человек собаки друг. Человек собаки друг. Это знают все вокруг. Это знают все вокруг. Понятно всем, как дважды два. Нет добрее существа. Ну вот, дорогие подписчики, мой трудовой рабочий день в администрации села Табага подходит к концу. Я сегодня один день была в роли руководителя администрации село Табага Раисы Дмитриевны. Вы знаете эту песню. 25 апреля участники команды номер 2 организовали флешмоб на площади Дружбы, посвященного Дню Республики, с чем вас и поздравляю! Всем привет! Меня зовут Босикова Сардана, я участница битвы блогеров. Здравствуйте, меня зовут Елена Мосова, я участник битвы блогеров. Добрый день, меня зовут Наталья Амбросева, и я участница битвы блогеров. Сегодня 25 апреля, и мы делаем флешмоб, посвященный Республике Саха-Якутия. Мы собрались здесь для того, чтобы спеть народную песню, которую когда-то исполняла Наталья Трапезникова «Якутяночка моя». Все знают Лёва Севера, тут много разных наций. И несмотря на лютый холод, здесь люди любят улыбаться. Тут все искренне. Саин Дедюкина, актриса сериала «Алох Тугеннере», в своем видеоблоге рассказала об одном дне из жизни работника пункта передержки животных, который работает при МУП Жилкомсервис. Смотрим. Ну и, собственно, место, о котором, наверное, даже некоторые люди не знают, как он выглядит, и сразу можно понять. Моя спецодежда. Можно понять, куда приехали. Давайте познакомимся с кинологами. Здравствуйте. Как вас зовут? Ага. Ну и вот это сотрудник, который меня привез. Ага. Ну рассказывайте, как у вас тут. Пойдемте. 20 кошек и 14 щенков и где-то 25 собак взрослых. Всего около 6 голов. Все такие чистенькие, накормленные. Собственно, еда наших питомцев, да? Да. Говори, что потом его рассказал, что они с голоду у нас пухнут. Нет, ну какой? Я истонченных животных еще, честно, не увидела.
Ну, щеночки у нас активные такие. Так, идем к кошечкам. Ну и вот встречает нас одна кошка. Изолятор. А, это вот вообще здание. Ой, мамочки. Вот такая вот шумная, но добрая. Жок, не бойся, тебя скоро заберут. Тебя здесь подлечат, и через пару деньков ты выйдешь отсюда. Молодец. Пухленькая такая, миленькая такая. Вольеры убираются раз в день или раз в несколько дней? В день. Не менее одного раза в день. Все, мой вольер убран. Тузик будет рад. Ну не Тузик, а черная молния, которая, пока мы убирались, была на привязи. Ну и напомню правило, что по итогам каждого из этапов будет выбывать по 4 участника. Невыполнение одного из них автоматически дисквалифицирует участников. И до финала дойдут сильнейшие. На этом все. Жмем лайкусик, жмем на колокольчик, рассказываем друзьям, ведем себя крайне навязчиво. С вами был Максим Пилигрим и Битва блогеров.